изнасилований, 600 убитых, тысячи раненых. Евкуров до сих пор не говорит о своих переживаниях в тот момент. Но можно представить себе, что чувствовал будущий глава Ингушской республики. Он ничего не знал о судьбе своих близких. Знал лишь, что отцу повезло уцелеть. Его сын, как офицер, не мог позволить себе поддаться эмоциям. Нужно было спасать попавших в беду людей. Принимал участие, надо сказать, и мои сослуживцы, в том числе, которые работали, они выполняли в этом тоже свой долг. Да? Я, например, со своей группой работали мы, и освобождая, в том числе, заложников лиц ингушской национальности. Лишь сутки спустя, а эти сутки показались вечностью, Евкуров узнал, что его тяжело больную мать-братья сумели вынести на носилках через горы. У нас есть так называемая дорога жизни, мы ее называем. И по этой дороге жизни люди уходили уже непосредственно в горную часть Ингушетии, потом на равнинную часть. Эта рана не заживет в душе Юнусбека Евкурова никогда. Обстрелами было уничтожено 13 ингушских сел пригородного района. Около 30 тысяч ингушей были депортированы из Северной Осетии. Но больнее всего оказалась интерпретация конфликта средствами массовой информации. Политика была такая, вот поддерживать вот одну сторону. Это наглядно было видно, в том числе там на всех передачах. Выставлялись ингуши агрессорами, выставлялись там. При этом, когда сегодня мы задаемся вопросом, там, как же получилось так, что и нападали это, в процентном соотношении 90% и погибших, и пропавших детей ингушской национальности. Когда нам говорят, надо говорить помягче, я всегда задаю вопрос, а как мягко сказать?